На этих выходных глава республики посвятил почти целый день решению вопросов социально-экономического развития Али-Юрта. Юнусбек Евкуров посетил в этом населенном пункте ряд строящихся объектов и дал распоряжение по решению нескольких острых вопросов местной жизни. Каких именно, расскажет Муслим Ганиев. Зерносушильный цех в Али-Юрте стал первым объектом внимания главы республики. Он построен на промплощадке сельского поселения и еще не завершен. По словам инвестора, на отведенной территории они уже приобрели и поставили зерносушильную установку, построили ангар для хранения зерна. Юнусбек Евкуров поручил министру сельского хозяйства Али Балаеву в течение 2 недель подготовить предложение для завершения данного комплекса. Также строителям необходимо завершить ограду и благоустроить въезд на территорию. Юнусбек Евкуров также отметил, что необходимо включить в этот комплекс и оптовую плодоовощную базу, что в дальнейшем позволит земледельцам создавать свои точки реализации товара. Вот видите, вообще надо торгово-закупочную базу здесь по большому счету делать. Привязать к ней торгово-закупочную базу. Поставьте там, если надо, еще территорию дадим. Расширьте, сделайте такую хорошую торгово-закупочную базу, куда забирать там все. Картофель забирать, все набирать. Овощехранилище еще они планируют. Когда торгово-закупочную базу Ашхаири, сразу же автоматически становится оптовыми складами. Просто оптовые склады у вас будут стоять. Хотелось сам? Ну, давайте так, до конца этого месяца хозяин предложил, хотелось лучше. Со всеми, со схемой и вашего. Из легкой конструкции хотя бы делайте что-то такое. Еще одним пунктом посещения главы в Али-Юрте стало крестьянско-фермерское хозяйство Магомеда Гагиева. На 30 гектарах земли он выращивает подсолнух и кукурузу. И по словам министра, урожайность у этого КФХ высокая. Магомед Гагиев рассказал о своем хозяйстве и отметил, что планирует расширяться и построить коровник на 100 голов. Юнусбек Евкуров осмотрел территорию и отметил, что арендатору нельзя строить капитальные сооружения. А для того, чтобы расшириться без участия банков и долговых обязательств, Гагиеву надо наладить работу так, чтобы они могли вкладывать то, что зарабатывают. Договор подписать. Уко. Шишера. Договор. Отъезди. Шишехаски. Ашидали. Ахшлах. Бохшлах. Хамди. Хамди. Адолушун ашло. Ададияр. Пендахтис. Астаханы залоговое обеспечение кредит если что-то я дал государственный банк. Что халдит? Чего хаждывай? Ну, ты же люди андасти, я просто проверил. Под залог приобретаемого скотины, животного, да? Делать двухживая? Делать двухживая. Все вложи сюда. Посетил Юнусбек Евкуров и территорию бывшего сокового завода в центре села, где сейчас начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Он побывал в старом здании завода, где сейчас проживает семья Азаматгирея Арчакова. У него 6 детей, и мужчина утверждает, что ему больше негде жить. Глава поручил главам администрации Назрановского района и сельского поселения Али-Юрт в течение 2 недель решить временно жилищный вопрос семьи, пока ему не построят дом. النقط اللي ما نشاف يرجم حبيز بدي حبيز بيصير هيواجي خوش خدي السقف ان شاء الله انا بده ويرت ناس ادات ويرت عم مغبن حيزشهم ويرت سنياتي تصادلي مسخاص قال خلاص حن قال الحمدات ويرت موسى مشوربي او شو حتى والله او شو موسى ويرت سنياتي تصادلي سنياتي انا فرق قال ديك هم وقت قالوا بس قال زي كده بير ده قال تجينا شرع بلد ما هذا العقل هذا شو غامر الحمد لله هذا ما نعرف هذا خير حمدات من داود خيارك موسى ويا موسى عند أقول عند الله تمس يفوق يرى يبغى حبرة وموسى هذا دو كان سا أغسطس دو كان سا حدود داتين وش حدود داتين دو كان سا أغسطس داتين وش شكله أوت دزاي وكان قصير الناس بيشتغل بريتين جرانتين كات أوتي أون عليه. После общения с Арчаковым Юнусбек Евкуров побывал на площадке и отметил на схеме места, где будут расположены все объекты. Глава подчеркнул, что здесь будет построен не только ФОК, но и плавательный бассейн, спортивная площадка и футбольный стадион. Частникам тоже есть чем заняться. По словам Юнусбека Евкурова, близ комплекса зданий будет целесообразно построить кафе и магазины, в которых будут продаваться спортивная одежда и спортивное питание. Он ее сносит, или с него делает, сын дали мотики такой.
чтобы он за свои деньги вложился, все на выгодку делаешь, у зданий, остекиваешь, да, расширить яцу, спортивный тикажи, я хамаш хавей, прибыль. Или изволи хор пускай скинутся. Но ему ирч хам тяжелать и дешать. Бассейн лат шел, флок лат шел, что смотрит мир. Юнусбек Евкуров также осмотрел комбинат детского питания, строительство которого планируется завершить к концу апреля. Глава обошел все помещения и усомнился в том, что строители справятся с сроками. Те, в свою очередь, заверили руководителя республики, что практически все работы завершены. Остался лишь пол и благоустройство. Также параллельно со строительством ведется и закупка оборудования. Юнусбек Евкуров поручил внимательно отнестись к подбору директора завода и уточнил, что это должен быть человек с опытом работы в пищевой промышленности и хорошо знающий технологию производства. Муслим Ганиев, Юнус Чойвис Субханиев. Новости 24.